У русского государства сотни лет проблем с чеченцами. Лично у меня проблема с чеченцами началась очень-очень давно. Я не знаю, сколько мне было лет, ну так, навскидку, это, наверное, 3,5, что-то такое. Моя бабушка была очень грамотная. Но одна бабушка была очень неграмотная, а другая бабушка была вот с каких-то там, я не знаю, у нее был какой-то такой уровень какой-то достаточно высокий. И она мне пела колыбельные песни. «Спи, младенец, мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Буду сказывать я сказки, песенку спою. Ты же спи, закрывший глазки, баюшки-баю. По камням несется терек, гонит мутный вал. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой храбрый воин закален в бою. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки-баю. Самая первая проблема, которая у меня в жизни возникла, это была проблема с чеченцами. Как могу я уснуть, если я послушал такую колыбельную песенку, если я знаю, что где-то рядом злой чечен ползет на берег и точит свой кинжал. А потом прошло много времени, год или два. В то время очень долго. Мы жили на Дальнем Востоке. У вас на стенах висят ковры. А отец мой был офицером. У офицера, как камень в тереке, его вот так вот гонит, он всегда голый. Который на берегу лежит постоянно. Тот обрастает мохом, а этот вот 2 чемодана и все. У вас висят ковры на стенах, а у нас висела карта Советского Союза и карта мира. И вот отец требовал, очень требовал, чтобы мы знали с старшим братом моим города, страны, континенты, моря, океаны. И экзамен мог начинаться в любой момент, постоянно. И вот реки. Вот мы должны знать Обь, Енисей, Лена, Амур, Сырдарья, Амурдарья, Нева, Днепр, Днестр. И вот я вижу на карте Терек. Ой, это тот самый Терек, где злой чечен с кинжалом ползет на свой берег. Это ужасно, потому что это очень страшно. И я не понимаю, потому что я знаю, это Советский Союз, это моя страна. В моей стране есть река Терек. Как злой чечен с кинжалом появился в моей стране? Мне вот это очень-очень непонятно. Потом прошло много-много времени, и у меня возникла новая проблема с чеченцами. Это я был уже офицером, а потом я был уже шпионом. И вот я вижу книга, которая называется «Загадка смерти Сталина». Абдурахман Афтарханов. Какая загадка? Послушайте, какой-то вот чечен написал про какую-то загадку. Умер товарищ Сталин. Какая загадка? Нету никакой загадки. Но от того, что такое название написано на книге, я, конечно, эту книгу взял, стал читать. А было так, что мне из одного города надо было ехать в другой. Долго-долго ночью в автобусе. И вот автобус идет, и сверкнет один фонарь. И я прочитаю одну строчку. Вот, и больше фонаря нету. Я жду, когда следующий фонарь бликнет. Потому что это так захватывает. И для меня Абдурахман Афтарханов стал учителем того, как надо писать книги. У Афтарханова, это великий чеченский человек, очень мудрый чеченец, очень мудрый человек вот с гор, из того прошедшего поколения. Таких, наверное, мудрых людей, может быть, они есть, я их не встречал. И вот этот человек
написал книгу «Загадка смерти Сталина». Что в этой книге поражает? Что там все написано на открытых источниках. Он говорит, вот в газете «Правда» вот написано так. Обычно, когда мы берем книжку, и там какие-то ссылки есть, вот открываешь страницу, там читаешь что-то, в конце маленькая цифра стоит 55. Нужно отмотать назад, найти это 55 и что-то там, никогда туда не смотришь. Он первый, я увидел это, когда пишет газета «Правда» 3 февраля 1952 года. То есть это в скобках идет по тексту. Это вот прямо как часть текста. И я у Авторханова, я считаю моим великим учителем Абдурахмана Авторханова, что у него важно. Очень простые фразы, очень простые. Никаких там литературных выкрутасов, нет. Очень простые фразы, очень простые слова. Никаких иностранных терминов. Просто вот как я разговариваю со своими солдатами, так он вот разговаривает со своими читателями. И я эту технику принимал. Если кто-то говорит, это техника Суворова, я это отрицаю. Это техника Абдурахмана Авторханова. Что у него? Он никогда не навязывает свои, он дает всем известные факты. Вот смотрите, раз, два, три. И никогда не дает своего интерпретации. Но так подобраны факты, что вот прочитаешь и сам делаешь выводы. То есть он подводит читателя вот к тому ситуации, когда читатель сам делает открытие. Не я делаю, не Авторханов делает. Это читатель говорит, ух ты, ой. И читатель это воспринимает как свое собственное открытие. Вот эта техника Авторханова, она заслуживает просто копирования, подражания. Подражать нехорошо, но подражать великому человеку это всегда хорошо. Я всем, кто пишет, кто собирается писать, настоятельно рекомендую использовать технику Абдурахмана Авторханова. Большое вам спасибо. Мира и счастья вам.